Совет родителей Сосногорского района на этой неделе оценил материально-техническую базу городских школ и детских садов. Поводом для осмотра стала большая работа по ремонту учреждений образования, проделанная в прошлом году. Так, 10-й детский сад получил новое оборудование по федеральной программе «Доступная среда». Средства были направлены на устройство пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, установку поручней внутри здания, адаптацию санитарно-гигиенических помещений. Также были приобретены визуальные знаки для посетителей с инвалидностью. Кроме этого, кабинеты психологов, логопедов и дефектологов теперь оснащены специализированным компьютерным оборудованием. Дети очень активно идут на занятия. Если раньше как-то боялись, особенно психологов, потому что наша специфика такая, то сейчас дети бегут, они понимают, что они получают очень много разных заданий, которых нет в группе, также индивидуально, занимаемся. И стало намного меньше агрессивных детей, гиперактивных, то есть проблемы, мы с ними работаем, и они снижаются. В целом, по стране большое внимание уделяется защищенности объектов образования. В прошлом году практически во всех образовательных организациях района были обновлены системы видеонаблюдения. Началась замена входных блоков. Главная задача – обеспечить контроль за территорией и зданиями. Добавилось новых видеокамер и в 10-м детском саду. В нашем детском саду уже было видеонаблюдение, но видеонаблюдение было у нас установлено уличное всего 6 камер. И, соответственно, так как вы видели наше огромное здание, все не просматривалось. И сейчас, получается, произведена была модернизация, и теперь у нас уличных камер 13 штук, только уличных камер. Если вы обратите внимание на монитор, то вы увидите, что здесь просматривается вся территория детского сада по периметру. Коснулись обновления и Сосногорского 13-го детского сада. Здесь выполнен не только ремонт кровли, но и капитальные работы по утеплению наружной стены. Завершился ремонт группового помещения. Побывали члены родительского совета и в школах города. Так, например, в городской 5-й школе продолжилась работа по замене деревянных окон в учебных кабинетах на пластиковые. Немало сделано и для обеспечения безопасности учащихся. В 2019 году за счет республиканского бюджета установлена система оповещения, контроль доступа на объект, система видеонаблюдения. Также администрация муниципального района Сосногорск в 2019 году выделила денежные средства на приобретение оборудования и установку новых окон в учебных кабинетах. Следующий контрольный пункт – школа номер 3. В прошлом году здесь продолжили приобретение учебной мебели для учащихся. Но самая глобальная задача прошлого года – полная модернизация системы пожарной сигнализации и оповещения. В планах продолжить работу по обеспечению контроля доступа в здание. Установили металлодетектор. Установили, вы, наверное, заметили, антипанику. То есть это такая планочка, которая отбрасывается, когда нужно срочно детей эвакуировать. Ну и, конечно, заменили двери на металлические. В этом году еще мы, сейчас вышли на аукцион, будем заменять полностью ограждение вокруг школы. Подводя итог, родители ответили, что за прошлый год проделана большая работа по ремонту учреждений, модернизации внутренних систем зданий, закупке новой мебели, технологического и учебного оборудования. В целом видно, что не запускаются наши образовательные организации, что управление образования и муниципалитет в целом заинтересованы в том, чтобы они функционировали, в том, чтобы все-таки оборудовать наши организации современными видами, направленными на обучение, современными играми, современными образовательным инвентарем. И это радует, потому что, несмотря на то, что мы такая маленькая глубинка, но процесс идет, все меняется в ногу со временем. По словам представителей управления образования, эта работа в районе проводится системно и, безусловно, продолжится в наступившем 2020 году. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском районе выявляют лучших работников школ и детских садов.
Конкурсы профессионального мастерства стартовали в образовательных учреждениях на этой неделе. В их числе и «Воспитатель года». Как отмечают организаторы, он призван выявить творческих работающих педагогов, поддержать инновационные технологии в образовательном процессе и повысить престиж профессии педагога дошкольного образования. В течение 3 дней свое мастерство в виде фрагментов практического опыта показывали воспитатели со всего района. Остановились. Девочки, сиреневый квадратик найдите, а мальчишки синий квадрат найдите. Быстренько глазками нашли? Молодцы. И пингвина покажи, которые живут на Северном полюсе. Можно покрутиться вокруг себя. Молодцы. Ты не можешь. В профессии воспитатель Наталья Дудникова уже более 20 лет. Работает в детском саду номер 5 поселка Нижний Одес. На вопрос, почему именно педагогика, уверенно отвечает. Потому что очень люблю детей. Эта профессия мне близка по духу, как-то по жизни, по духу, наверное. Эта профессия мне очень близка. Наталья Викторовна продемонстрировала урок физкультуры для детей старшей группы. Но это не просто упражнение для разминки. На мастер-классе ребята отправились в страну Оз, попутно преодолевая на своем пути препятствия, чтобы найти там волшебный платок. Такая ассоциация с любимой сказкой с интересом заставила малышей выполнять зарядку. Конкурсы такие нужны, потому что они стимулируют педагогов. Это саморазвитие, самообразование. Воспитатели готовятся и показывают свой мастер-класс. А вот воспитатель-логопед Любовь Уханова из Сосногорского детского сада номер 3 поработала над речью ребят. С помощью любимых героев из сказки «Снежная королева» дети проходили всевозможные этапы, где находили осколки разбитого зеркала, которое в конце им все-таки удалось восстановить. Словом 4 звука. Ой, давайте еще раз назовем цифры. 4, 3. У вас, девочки? 4. 3. Ну что, попробуем сундук открыть? Да. Открывайте сундук. Я открыл. Да. Один осколок? Да. Второй. Оценивала конкурсные мероприятия профессиональное жюри, куда вошли специалисты в области дошкольного образования. Именно они выявят самого лучшего учителя и воспитателя. Финал конкурса состоится уже 4 марта. Добавлю, что победителей районных конкурсов ждет новый творческий этап работы. Сильнейшие из сильнейших представят наш муниципалитет на республиканском уровне. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Шесть дружных семей из нескольких населенных пунктов Сосногорского района стали участниками очередного муниципального фестиваля «Родовой знак», который в этом году прошел в стенах 4-й городской школы. Как отмечают организаторы, с каждым разом мероприятие собирает все больше знатоков истории родного края и собственных семейных традиций. О популярности фестиваля говорит и тот факт, что в этом году он проводится уже в 11-й раз. Как сегодня жить без наших предков? Как не вспомнить тех родственников, дедушек, бабушек, которые дали нам жизнь? И сегодня молодые пары, молодые семьи, они говорят об этом нашим детям и нашему поколению. И, конечно же, уже расширился большой круг. Не хватает, мне кажется, места в нашей республике, сколько у нас близких, родных людей, которые вместе делаем большой такой праздник. В начале фестиваля его участники представили членам жюри семейные портреты. Со сцены домочадцы рассказали о собственных традициях, а также значении своих имен и фамилий. Так, например, семья Каневых и Артеевых представила свое родовое древо, корни которого уходят почти на 2 века вглубь истории. У нас порядка 170 лет нашему этому древу. И более 200 человек, наверное, сегодня есть Трошпия. Наш род называется Трошпия. Трофим – сыновья. Основатель этого рода Трофим. У него очень много было, 5 сыновей, 3 дочки. И много сегодня его праправнуков проживают в Сосногорске, в Ухте, за границей и по России. Поэтому сегодня я считаю, что это очень важно знать не только нам,
Это важно знать нашим детям, внукам, правнукам, потому что надо знать свои корни. Корни знаешь, значит, знаешь свое прошлое, а без прошлого не бывает будущего. Во втором конкурсе семьи раскрыли свои таланты. При помощи песен и танцев участники фестиваля рассказали обо всем культурном разнообразии Республики Коми. В заключительном конкурсе участники фестиваля представили свои любимые блюда коми-кухни. Гости мероприятия могли угоститься свежеиспеченными шаньгами и рыбными пирогами. В результате члены жюри приняли решение не оставить без награды ни одну семью. Каждая из них стала победителем в одной из 6 номинаций. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Международный женский день 8 марта на сцене городского дома культуры «Горизонт» состоится уже ставший традиционным районный конкурс «Две звезды». Ежегодно мероприятие собирает рекордное количество зрителей. Главная изюминка фестиваля в том, что в каждом дуэте лишь один из участников имеет сценический опыт. Как отмечают организаторы мероприятия, на сегодняшний день уже подано более 10 заявок на участие в конкурсе. Как показывает практика, это мероприятие пользуется большим спросом у сосногорских зрителей, поэтому я думаю, чем больше участников будет, тем лучше. Мы всегда ждем новые имена, новые лица на нашей сцене, тем более, что город Сосногорск наполнен творческими людьми. В этом году в нашей стране празднуется 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому на конкурсе приветствуются творческие номера, посвященные этой знаменательной дате. Несмотря на то, что данное мероприятие у нас традиционно проходит в Международный женский день, в этом году будет уникальным то, что оно будет посвящено частично, посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому номера, посвященные патриотическим каким-то моментам, соответственно, может быть, песни военных лет, приветствуются. Жюри конкурса будет оценивать выступления по нескольким критериям: художественная выразительность, технический уровень исполнения, зрелищность, оригинальность подбора репертуара и исполнения. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 марта по электронному адресу, который указан на ваших экранах. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск.